Бүгүн биз Ташкент шаарындагы Bunyodkor футболдук академиясындабыз. Дал ушул академия азыркы тапта Борбор Азиядагы эң мыктылардын катарында. Себеби дегенде акыркы убактарда ошол эле Элдор Шамурадов, ошондой эле Абдыкадыр Хусановдун Европадагы топ чемпионаттарга өткөндүгү белгилүү. Мына дал ушул оюнчулар бул академияда тарбияланып өсүп чоңоюшкан. Андыктан бул репортажда академия тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Ушул жылдын июнь айында Өзбекстан курама командасы биринчи жолу дүйнө чемпионатына жолдомо ала алды. Азыркы тапта дагы деле майрамдык илеп токтой элек. Себеби бул максатты Өзбекстан көптөн бери күтүп келген. FIFA президенти Джанни Инфантино Борбор Азиядан чыккан алгачкы команданы өзү куттуктап, 2026-жылкы мундиалдан күтөөрүн баса белгиледи. Коңшулаш өлкө кантип дүйнө чемпионатына чыга алды деген суроо арбын. Өзбекстандын ар бир аймагында ири футболдук академиялар салынып, таланттуу оюнчуларды көз жаздымда калтырбай тарбиялап келишет. Анын жыйынтыгы дүйнө чемпионатына жолдомо алуу болду. Ошондой академиялардын бири болгон Ташкент шаарындагы Bunyodkor академиясына баш бактык. Bunyodkor академиясы жалпы дүйнө жүзүнө ушул жылдын январь айында таанылды. Бул академиянын тарбиялануучусу Абдыкадыр Хусановду Англиянын дөшө командаларынын бири болгон Манчестер Сити клубу 40 миллион еврого сатып алды. Мындай окуя буга чейин болуп көргөн эмес. Борбор Азиядан футболдун мекени болгон Англияга чейин жолду Хусанов көрсөтүп берди. Bunyodkor академиясында Хусановдун атасы Хикмат Хашимов маштыруучу болуп эмгектенип келет. Биз академияга барганда Хикмат мырза өзүнүн жумушунда экен. Команда Bunyodkor появилась в 2005 году. Это была команда второй лиги. Она выиграла чемпионат второй лиги и вышла в чемпионат первой лиги. В первой лиге тоже она год провела, стала победителем первой лиги, вышла в высшую лигу. В 2007 году в высшей лиге нам, конечно, получилось заявить о себе, но в финале Кубка мы проиграли и заняли второе место. Потом была проведена селекция, уже были приглашены хорошие игроки, и мы в ближайшие 4 года выиграли чемпионат. То есть 4 года подряд стали чемпионами, потом 1 год пропустили, и еще через год опять стали чемпионами. Таким образом мы сейчас 5-кратным чемпионом являемся. Но история у нас, конечно, не очень большая, но начиная с 2005 года мы существуем по сей день. Общая площадь академии у нас вместе со стадионом 34 гектара. У нас здесь 7 полей. Из 7 полей у нас 4 естественных поля, 3 искусственных. То, что касается контингента, у нас 50 тренеров. Среди них есть тренер по плаванию, есть тренер по физподготовке, есть психологи, есть воспитатели, те, кто работает с футболистами непосредственно. Также есть медицинский персонал, отдельный медблок, там человек 10 работает. Есть столовая, в которой также человек 10 работает, где питаются наши воспитанники. Ну и, соответственно, в этом здании у нас все компактно, все удобно. Здесь же у нас и бассейн, и спортзал, и медблок, и тренажерный зал, все компактно, то есть далеко никуда ходить не надо. Давайте начнем об известных воспитанников. Вот мы видим здесь картины. Элдор Шамурадов, Хусанов и остальное. Можете подробнее рассказать? Да, и Элдор Шамурадов, и Отабек Шукуров, они пришли к нам с Машала. Здесь очень хорошо себя зарекомендовали. В высшей лиге сразу заиграли, проявили себя. И потом, как легионеры, перебрались в другие клубы. Шамурадов сначала попал в Ростов. С Ростова попал потом в чемпионат Италии. Сейчас в Италии он играет за команду Рома. Отабек Шукуров тоже играл у нас в Арабских Эмиратах. Сейчас он играет в чемпионате Турции. Рустам Ашурматов, он тоже играл за Bunyodkor сначала, потом как легионер играл в Корее.
Несколько лет он поиграл в Корее, сейчас он в чемпионате России и выступает за Рубин, казанский Рубин. Вот. Все трое это сейчас игроки национальной сборной. Кстати, завтра на игре против Киргизии они будут выступать. Также с этой стороны у нас есть вот Абдукадыр Хусанов, который произвел фурор, который, начиная с Академии Бунеткор, перебрался потом в чемпионат Беларуси, играл за Энергетик БГУ, оттуда попал в Ланс с рекордной суммой. И год играл в Лансе во Франции, и оттуда потом перебрался в Манчестер Сити, где сейчас показывает неплохие результаты. Также есть пару молодых игроков, которые выступают за Ю-23. Это Умарали Рахмоналиев и Джасур Джалолидинов. В детстве Хусанов отличался ли? Вы ожидали, что он будет играть в топ-чемпионате Европы? Можете подробнее рассказать, и как получилось трансфер? Дело в том, что когда мы воспитываем детей, мы, конечно, надеемся, что они будут большими звездами, что будут выступать за национальную сборную, за наши клубы. Но так быстро, конечно, никто не ожидал. Мальчик, конечно, очень трудолюбивый, очень скромный, как и его отец. Вот. Никогда лишних эмоций от него не было видно, чтобы он там кричал или где-то возмущался. Всегда с холодной головой выходил на поле, выполнял свои задачи. Конечно, такое достижение, как перебраться с Ташкента в чемпионат Беларуси и оттуда попасть во Францию. Ланс на тот момент, когда он перебирался, он занял 2-е место в чемпионате. То есть это была топ-команда во Франции. А оттуда попасть в Манчестер Сити, конечно, был для всех шоком. Но это был шок радости, потому что все за него очень радовались, потому что он достоин этого. Он очень работоспособный, очень трудолюбивый мальчишка. И здесь, кстати, в академии он играл сначала за свой год, потом играл с ребятами на год старше, потом перевели его с ребятами, которые на 2 года старше его. И последние несколько лет он уже тренировался с ребятами, которые были на 2 года старше его. То есть этот прогресс уже тогда ощущался. Ну и, соответственно, мальчик, который с детства прогрессирует, соответственно, уже будет ясно, что он далеко пойдет. Вот на данный момент это Манчестер Сити. Что будет дальше, время покажет. И вот этот пример, так скажем, да, для мальчишек Бунеткора, для воспитанников, насколько она стала мотивацией? В плане мотивации, конечно, очень многие СМИ стали показывать, как молодой узбекский защитник, который еще не исполнился 21 год, в возрасте 20 лет уже играет в Европе, покоряет Европу, играет против больших топ-клубов и показывает неплохой футбол. Это уже говорит о многом. Очень многие ребята, конечно, гордятся, что играли с ними в свое время. Всем нравится, потому что он сам по себе мальчишка позитивный и пытался всегда быть на уровне. То есть он сам по себе, видно было по нему, что это профессионал, и в будущем у него есть большие шансы заиграть. Понимаем, что у него мало времени, но он приходит в эту академию, когда матчи сборной, да, видели, что он уже в расположении сборной, там поприветствовать своих товарищей, может, тренеров. Да, обязательно. Я хотел сказать, что его отец работает тоже у нас тренером в команде Ю-19. Он также тренировал основную команду, правда, недолгий срок, потому что сейчас он учится на лицензию ПРО. В дальнейшем, возможно, даже возглавит команду, основную команду. И когда он приезжает в Ташкент, конечно, он приходит сюда, он здоровается с тренерами, пытается со всеми сфотографироваться, никогда никому ни в чем не отказывает. Да, он очень часто приезжает сюда. В межсезонье или, например, когда перерыв, приезжает, да, мы очень часто здесь видимся, говорим, как ты, все нормально. Он говорит, да. После Хусанова, может быть, мировые скауты стали почаще либо детальнее следить за азиатским футболом.
вот этот последнее время видим, что многие азиатские игроки уже не стесняясь, так скажем, переходят в топ-чемпионаты Европы. Да, мировая тенденция в плане футбола, да, она, конечно, заражает сильно. И молодые игроки, которые хотят играть на уровне, все, кто работают над собой, они пытаются заиграть в хороших клубах. Но все зависит, конечно, тоже от скаутов, потому что раньше европейские скауты не особо обращали внимание на азиатский рынок. А после того, как азиатские команды молодежные азиатские команды стали показывать неплохой футбол, появился интерес. Оттуда вот стали уже замечать таких игроков, как Хусанов, там еще кое-какие игроки, которые уже дают о себе знать и которые стали интересны не только азиатским, но и европейским клубам. Примерно около 1000 воспитанников в течение суток они приходят, уходят согласно расписанию. Уже бесплатно все? И у нас есть и бесплатные группы, и есть платные группы. То есть, скажем, что, например, платные группы у нас, начиная с 6 лет, где-то до 16 лет есть платные группы. Но начиная уже где-то, скажем, с 12 лет, 11-12 лет, там уже идет подразделение А, Б, С. То есть А – это бесплатная группа, когда мальчик уже что-то из себя представляет. То есть он уже когда чуть-чуть начинает понимать, что такое тактика, вот, уже идет формирование личности. Иногда мальчик позиционирует себя как защитник, а бывает, что он бывает техничный, его выдвигают вперед. Иногда мальчик позиционирует себя нападающим, что-то не получается, его могут либо сдвинуть назад, либо во фланг и так далее. То есть совместно с тренером уже определяется позиция. Вот, там есть А-группа, есть Б-группа, есть С-группа. В каждой группе у нас по 25 человек. То есть А-группа у нас бесплатная, там лучшие ребята. В Б-группе у нас перспективные ребята, но она платная. И есть С-группа для ребят, которые хотят заниматься футболом, например, да, никогда не занимались. Вот эта группа для начинающих. То есть в любом возрасте до 16 лет они могут спокойно прийти, оплатить услуги и начинать играть в футбол. На тех же полях, те же мячами, с теми же тренерами. То есть мы даем таким образом им осуществить свою детскую мечту. Например, есть вот, скажем, клуб, например, когда мальчик хочет, я хочу играть за такой клуб, а там говорят, ну, да, там либо так, либо так. А мы даем такие возможности, чтобы, например, вне зависимости от возраста, то есть, ну, предел 16 лет, они могут заниматься в коммерческих группах, но быть внутри клуба, как воспитанники. Ну, бывает такое, что мальчик с улицы пришел, мы посмотрели, вы в порядке мальчишка, перевели его в Б-группу, он и в Б-группе хороший, перевели его в бесплатную в А-группу, он и там заиграл, и дальше больше пошло, и это зависит от него. То есть все, что мы даем мальчишкам, мы даем то, что мы умеем. Соответственно, там уже все зависит от них, от их работоспособности, от трудолюбия. То есть там они уже строят себя сами, а мы им помогаем их строить. Мы футболисты, поэтому уровень мастерства плавания у всех разный. Соответственно, тренер-спасатель в обязательном порядке находится. Это наш бассейн, он 25 на 15. Тоже вода у нас подогретая, теплая, всегда круглый год. Есть осушители воздуха. Вы чувствуете, здесь не очень жарко, да, хотя бассейн теплый. Там у нас сауна, там у нас массажный кабинет, за ними там есть прачка, тренажерный зал. Вот. То есть стоит у нас недельный микроцикл, понедельника, суббота у нас тренировочный процесс. Где-то начиная со вторника, да, по субботу тренировочный процесс. Каждое воскресенье у нас игра. Возможно, это для детей чемпионат города, либо чемпионат республики. И понедельник у нас восстановительный день. Вот они посещают бассейн, либо помладше ребята, у них теория, либо день отдыха дается. За нами вот поле номер 7, там тренируется сборная России Ю-17, которая была приглашена в Федерацию Узбекистана на товарищеские игры, либо на какой-то турнир. Они здесь проведут пару товарищеских встреч, соответственно,
И для этого они были приглашены. Ну и они тоже, Россия тоже приглашает очень часто наши сборные к себе. Наши тоже ездят туда. Вот. Здесь у нас вот как раз вот 4 естественных поля, как я раньше говорил. Здесь, начиная отсюда и туда идут искусственные поля, там малыши тренируются. Мы можем сейчас пройтись по полям, и вы можете уже посмотреть, как идет дело. Вот, например, техперсонал, который убирает, например, вот мусор, там, скажем, баклажки, то есть из которых ребята пьют сразу, то есть оперативно. Здесь пытаемся, чтобы чистота соблюдалась, потому что очень много гостей, если будет несоответствующий вид, соответственно, это тоже минус нам. Здесь у нас поля мы разделяем на 4 части, и на одном поле могут заниматься до 4 команд разных возрастов. Это сейчас у нас здесь 15-й год, там дальше 14-й год, это Б-группы, С-группы, платные группы. Вот. Буднеткорт также видим и в Бишкеке, и в Аше активно участвует в международных играх. Вот этот, да? Да, обязательно. Мы очень часто участвуем в разных соревнованиях, то есть нас приглашают, иногда мы сами ездим на разные турниры. Мы как республиканские, так и международные турниры. Вот. Недавно 2 группы были в Казахстане на турниры. А сейчас вернулись, туда поехала другая группа. Вот. Потом был в Самарканде международный турнир. Там у нас, кстати, коммерческая группа, наша С-группа заняла 1 место. Вот. То есть уже это говорит о том, что у нас даже С-группы, которые, например, чуть ниже уровнем от Б и А групп, тоже могут спокойно поехать и показать свое мастерство, занять 1 место. Академия Буднеткору сколько получает от солидарности, да, вот, от ФИФА, от воспитанников, которые переходят в топ-чемпионаты, в другие чемпионаты, на примере Хусанова и Шамурадова? Да, то, что касается на примере Хусанова, то есть там приличная сумма, и по информации, это тоже не секрет, клуб должен получить около $1,5 миллиона. То есть эти деньги пойдут на развитие, соответственно, академии, потому что у клуба есть свой бюджет, и эти деньги, соответственно, будут вкладывать в развитие академии. Это тот же спортный инвентарь, какие-то поездки будут оплачиваться с этой суммы. Ну, соответственно, полностью расходы, то есть будут покрывать академические расходы. То есть, вот. То, что касается Шамуродова, там сумма была чуть-чуть поменьше, но тоже оттуда идет компенсация. Он перешел в Италии, чемпионате Италии, он был в Дженоа, потом перешел в Рому. Тоже с обоих клубов мы должны получить компенсацию. Вот. С одного мы даже уже получили. Да, там немного, но для нас сумма ощутимая. Это где-то в районе где-то 150-200 тысяч долларов. То есть для академии это не маленькая сумма, и, соответственно, на эту сумму мы для академии приобретаем какой-то спортный инвентарь, игровую форму и так далее. А годовой бюджет академии сколько? Ну, годовой бюджет академии не так много. Почему? Потому что мы все равно находимся под клубом. У клуба свой бюджет, он, соответственно, полностью нас контролирует. Они же являются нашими учредителями. То есть годовой бюджет академии примерно где-то около 10 миллиардов. Это в суммах. Да, 10 миллиардов. То есть, ну, помимо этого, у нас есть коммерческие группы, которые тоже приносят прибыль, да, и за счет этой прибыли академия имеет прибыль, то есть тоже несет какие-то расходы финансовые. А вот основная команда сейчас выступает в Суперлиге чемпионата Узбекистана. Какая политика состоит, чтобы, может быть, воспитанники больше играли в основном клубе? Вот как обстоят дела? Да, дело в том, что у нас в прошлом году был неудачный старт. Мы пригласили специалистов из Хорватии. У нас был очень неудачный старт, и команда сразу упала очень прилично. Ну, пришел тренер Илья Зайтулаев, который помог команде задержаться в высшей лиге. Мы с 14 места поднялись на 10 место. Вот. Остались в высшей лиге. Сейчас, конечно, пригласили ряд легионеров, которые выглядят, в принципе, неплохо. После 2 туров мы сейчас находимся на 3-м месте.
Вот. Ну, основная политика академии – это воспитанники, которые с нашей академии, наши выходцы должны играть в высшей лиге. Это основной приоритет. То есть это вся философия нашей академии, чтобы наши воспитанники заиграли в первую очередь в своем клубе, возможно, в команды Суперлиги других клубов чемпионата Узбекистана. Но, тем не менее, акцент делается на воспитанников. Ну, соответственно, есть немалое количество воспитанников, которые показывают неплохую игру. Но в чемпионате, где другие клубы приглашают легионеров, молодым воспитанникам будет очень тяжело, поэтому мы тоже приглашаем легионеров. То есть на их фоне наши воспитанники подтягиваются и тоже показывают неплохую игру. Проходит буквально 2-3 года, и они уже сами выступают за основную команду и играют. Вот, соответственно, а потом становятся легионерами и уже потом понимают, что все-таки осуществить мечту – это реально. Все дело в трудолюбии. Это у нас 13-й год, это кубок. Кубок завоевывали. Вот здесь вот есть вот это тоже Кубок Узбекистана в 8-м году, в 9-м году. Это вот чемпионские кубки, вот эти были чемпионские кубки. С розовыми ленточки это женская команда завоевывала кубки. Тоже кубок, суперкубок она брала. Вот. Так дальше. Вон тоже кубок вот чемпионский. Тот тоже кубок чемпионский. Это вот старый стадион Пахтакор. Как он раньше выглядел и как он выглядит сейчас. Вот. Это наши, не только Бунёткор, это наши ветераны футбола, которые сделали большой вклад в развитие узбекского футбола. Вот. Очень много там разных знаменитостей, которые в свое время внесли большой вклад. И вот наша команда Ю-20, которая заняла первое место на чемпионате Азии в 2023 году. Вот вместе с президентом они как раз, капитан команды, как раз наш воспитанник Умрали Рахманалиев. И здесь гости наши, которые были вот, с Барселоны. Это Фабрегас, Пуйоль, Иньеста. Месси приезжал, Криштиану Роналду приезжал, Самуэль Этоо приезжал. Вот. Все они посещали наш клуб. Были, вон там видно, как они с детьми играются. Вот здесь вот Самуэль Этоо проводит даже показательную тренировочку. Вот. То есть для детей, конечно, это был праздник, когда приезжает мировая звезда. И находясь рядом с ним, не просто фотографироваться, а попробовать поиграть с ним на поле одним мячом. Конечно, это было больше, чем удовольствие. Это было столько счастья. Просто сфотографироваться звездой – это как большое счастье. А когда с ним играешь в футбол, это вообще, конечно, запредельное счастье. Есть команда 1912 года. Это одна из первых команд в Узбекистане, которая стала играть в футбол. Они еще в чапанах, там такие в этом старого у них типа образца форма была. И в 2012 году было 100-летие узбекскому футболу. Вот, тоже у нас был большой праздник, очень было много разных мероприятий, соответственно. В общем, из этого состоит наш музей. Вот здесь есть книжка, вы можете как гости оставить там свои. Вот президент клуба Алай даже нас поставил нам это пожелание. Желаю успехов, процветания футбольному клубу Бунёткор. Очень много гостей. Роналду, да. Угу. Вот он приезжал. Здесь уже добавили потом перевод «Вы лучшие». Да. Разные здесь гости были у нас. Вот видите, на разных языках. Вот. С Турцией тоже гости были. Видите, даже дату пишут в 23 году, когда был чемпионат Азии. Команды приходили, расписывались тоже. Все желают удачи, побед нам желают. Ну, это футбольная солидарность. Вот.
который объединяет футбол все-таки. Спорт номер один, он дает о себе знать. Потому что любой родитель пытается сначала отдать ребенка в футбол. Если футболист не получается, возьмет что-то по-другому. Вот игрок Ривалдо тоже играл у нас пару лет. Неплохой был футболист, конечно, мы показывали очень большой футбол, и очень большое противостояние было, стадионы ломились, когда играл Бунеткор и Пахтакор, между собой были такие дерби, полный стадион был. В составе у нас Ривалдо есть, многие сейчас из этих футболистов стали тренерами. Вот, Азбек Хайдаров был даже генеральным директором клуба был. Анвар Гафуров сейчас тренер Сурхана в Дубле. Хайрула Каримов тоже тренер в Алмалыке. Сервер Джапаров тоже тренер в сборной был. Джасур Хасанов недавно закончил. В общем, практически все звезды сейчас становятся тренерами, продолжают делиться своим опытом, продолжают свое. Кстати, их дети тоже, многие из них футболисты. Бунеткор академиясынын музейи башкы стадиондо жайгашкан. Анда клубдун гана эмес, өзбек футболунун тарыхы да камтылган. Кыргыз спорт ТВ каналда атайын альбомго өз каалоо тилектерибизди калтырып, сапарыбызды жыйынтыктадык. Бул Бунеткор футболдук клубунда атайын китепче ар бир конок ушундай келип колдорун жана өзүнүн каалоо тилектерин жазып кетет. Биз дагы бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, Кыргыз спорт ТВ каналы дагы Бунеткор футболдук клубуна, футболдук академиясына чоң ийгиликтерди каалап, биз дагы өзүбүздүн каалоо тилектерибизди жазып кетели. Мына бул репортажда Бунеткор футболдук академиясы тууралуу кененирээк баяндап бердик. Ошондой эле Кыргызстанда да азыркы тапта футболдук академиялар курулуп жатат. Андыктан жакынкы келечекте биздин футболчуларыбызды дагы мыкты чемпионаттарда жакынкы убакытта көрүп калабыз. Адилет Керимбек уулу, Кыргыз спорт ТВ, Ташкент.